Я хочу рассказать об одном из наших осетинских молодых поэтов, писателей, об Асланбеке Пагиеве. Это человек совсем молодой, но он настолько проникся патриотической тематикой, как будто жил уже 100 лет. Потому что редко сейчас сохранились люди, которые сохранили тот патриотизм, который был у советского народа, который смог победить фашистскую Германию. И вот Асланбек, он один из таких молодых, но у него вот его поэзия, стихотворения настолько пропитаны патриотизмом, и причем военной тематикой. Вот меня что радует и удивляет, что особенно вот, казалось бы, такая специфическая сфера, как служба на флоте. А он как будто, я вот 30 лет с небольшим прослужил, он как будто больше меня прослужил. Он, как говорится, от клотика до киля знает всю терминологию, специальную терминологию флотского человека, моряка. И такие красивые стихи. Он и про моряков пишет, рядовых, и про коммунистов пишет. Это, так сказать, такие произведения художественные, такие стихи, которые лучше всех так называемых агитпромовских агитаторов, которые пытались словами агитировать и молодежь, и подрастающее поколение, и старшее, и среднее поколение. Но, наверное, такого эффекта навряд ли достигали. А вот стихи Асланбека – это просто чудо. И как он это увязывает военную тематику, патриотическую тематику, которая вот готовые уже произведения, любое произведение возьми военного периода, вот, это просто уже готовый реферат для воспитания нашего молодого поколения. А воспитывать наше молодое поколение, к сожалению, надо. Если мы не будем рассказывать нашим детям, если мы не будем вот так, как Асланбек пишет, хотя бы эти стихотворения им читать, показывать им, то вот у нас вырастут вот такое потерянное поколение. И мне бы хотелось, чтобы и наше руководство, это не только вот в масштабе нашей небольшой маленькой республики Северной Осетии, Алании, но и, наверное, в масштабах России, я думаю, что его произведения, его вот эти патриотические, военные, как сказал я, базируясь на военной тематике, чтобы они стали достоянием всего российского народа. Это было бы верх воспитания, патриотического воспитания нашей подрастающей молодежи. И мне хотелось, чтобы и помощь мы ему как-то, и материальную, и финансовую, чтобы вот действительно эффективно помочь, чтобы эти произведения издавались, чтобы они и здесь распространялись, чтобы и в Москве, и в Ленинграде, во всех городах России. Мне бы так хотелось. Асланбек, желаю тебе и в дальнейшем, ты еще совсем молодой, но я думаю, у тебя еще далекое будущее будет. И хотелось бы, чтобы ты не опускал рук, чтобы ты мужественно терпел все невзгоды современного существования в нашем государстве, к сожалению. Вот. Но хотелось бы мне, конечно, вот если бы я мог, я бы тебе помог. И один тираж издать твоих стихов, произведений, и второй, и третий, и не 100 штук, и не 1000, а десятки, сотни тысяч. Мне бы так хотелось. И я тебе желаю и здоровья, и силы, и мужества, еще раз повторяю, чтобы ты мог и дальше работать. Произведения Асланбека Пагиева нравятся очень многим. И в том числе мне. И мне особенно нравится сильно одно из его произведений, которое я хотел бы вам зачитать.
среди закаленных воинов суровых, совсем юнцы шагали на параде, в военной форме, сшитой новой, бросали в кучу вражеские стяги. Недавно босоногие мальчишки, сбежавшие из дома на войну, оставившие мячики и книжки, чтоб защитить любимую страну. За их спиной ранения, невзгоды, потери, и страх, и боль, и детская тоска, дожди и грязь, холодные метели, 4 длинных года марш-броска. В Берлин входили далеко не дети, когда над ним зареял красный флаг, советским украшая город цветом. Мужчинами был штурмом взят Рейхстаг. И вот они, годами все же дети, уверенно шагают на параде, юнцы-герои, спасшие планету, бросают озим вражеские стяги.